Democratic Party on the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Democratic Party on the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Маршал Дома Серго, приветствую всех на канале Чеченской демократической партии и, как всегда, в воскресенье о событиях в мире уходящей недели. Изменение климата и экологические проблемы остаются ключевыми вызовами для всего человечества. В субботу в Валенсии произошли столкновения между протестующими и полицией. Десятки тысяч людей требовали отставки президента региона Карлоса Массона из-за его реакции на наводнения, унесшие жизни более 220 человек. Протестующие бросали предметы в полицию, которая разгоняла толпу дубинками и щитами. Власти подверглись критике за недостаточную подготовленность к стихийному бедствию. Мэр Валенсии призвала к спокойствию, заявив, что конфронтация и вандализм не решат проблему. Поиски пропавших без вести продолжаются, в них участвуют тысячи солдат и водолазов. В некоторых регионах мира продолжаются конфликты и кризисы, требующие международного вмешательства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с президентом России не принесут никаких результатов, если его не вынудить к этому всеобщей бескомпромиссной политикой. По мнению Зеленского, Украине нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил позицию Киева о том, что Украину не следует принуждать идти на уступки России. Он подчеркнул, что умиротворение агрессора не сработает, и Украине нужен настоящий мир, а не умиротворение, которое принесет еще больше войны. Сибига также сообщил, что после победы Дональда Трампа на выборах в США были установлены контакты с его командой и ведется работа над возможной новой встречей Зеленского и Трампа. По данным Кильского института, с 2022 года Европа потратила на поддержку Украины около 125 миллиардов долларов, а США более 90 миллиардов. Сохранение поддержки со стороны США считается ключевым для способности Украины противостоять России. Сообщение о том, что Катар прекратил посредничество между Израилем и Хамас из-за недостаточной готовности сторон к мирному урегулированию, появилось несколько дней назад в информационном поле. Дипломатический источник сообщил, что усилия Катара стали больше политикой и пиаром, чем реальной попыткой достичь мира и спасти заложников. Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Катар всегда был защитником и спонсором Хамас, а не посредником. При этом премьер-министр Нетаньяху долгое время поддерживал выплаты Хамас через Катар для разделения палестинской политики. Согласно сообщениям, США потребовали от Катара прекратить предоставлять убежище руководству Хамас в Дохе, и Катар согласился выслать лидеров группировки. Эмират Персидского залива Катар опроверг сообщение о прекращении своей роли посредника между Израилем и исламистским движением Хамас в вопросе прекращения огня в войне в секторе Газа. Соответствующие сообщения СМИ были ложными, заявил официальный представитель МИД Катара. Американская администрация заявила, что Хамас как террористическая организация, убивающая американцев и удерживающая их в заложниках, не должна получать приют у партнеров США.
Напряженность в отношениях между странами остается высокой, с различными геополитическими вызовами, которые требуют дипломатических решений. После победы Дональда Трампа на президентских выборах США Европейский Союз стремится заверить Украину в продолжении поддержки. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель посетил Киев с визитом, чтобы выразить непоколебимую поддержку Украине со стороны ЕС. Боррель заявил, что поддержка ЕС Украине остается неизменной и абсолютно необходима для продолжения защиты от российской агрессии. Визит Борреля стал первым визитом высокопоставленного чиновника ЕС в Украину после победы Трампа. Победа Трампа вызвала беспокойство в Украине и Европе из-за его скептического отношения к помощи Киеву во время предвыборной кампании. Боррель призвал к увеличению военной поддержки, обучения, финансирования и поставок для Украины. Президент Украины Зеленский поздравил Трампа с победой и планируется возможная встреча между ними. Таким образом, ЕС стремится заверить Украину в продолжении поддержки, несмотря на неопределенность относительно будущей политики США при администрации Трампа. Амстердам запретил все демонстрации в столице Нидерландов на 3 дня, начиная с пятницы после того, как между футбольными фанатами и протестующими вспыхнули столкновения, которые европейские лидеры широко осудили как антисемитские. Власти Нидерландов заявили, что 5 человек были госпитализированы и 62 задержаны после нападений на израильских футбольных болельщиков. На этом я завершаю сегодняшний выпуск. В студии была Лейла. До следующей встречи. Цутя астахан лейрха амашперс бошу адикел марш айлмахкой.